Сейчас я милицию позову, все, хватит. Вы видите, что у вас острая нехватка тьюторов. Я вам сколько раз писала, когда будет тьютор, когда будет тьютор? У меня 2 особенных детей, мы 3 недели дома сидим. Вот раз у вас форс-мажорная ситуация, вы нам не рады. Инклюзия на словах или на деле? В Астане особенные дети лишены права на образование. Обещанный им кабинет так и не открылся. Месяц прошел, терпение родителей на исходе. Сегодня подробности этой истории. В одной из столичных школ 1 сентября должен был открыться кабинет поддержки инклюзии. Здорово, правда? Но вот уже месяц дети так и сидят без уроков, а ведь это особенные дети, для которых такое обучение жизненно необходимо. Первый звонок как бы прозвенел, а класса для них так и нет. Напомню, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал развивать инклюзивное образование в школах. Но как это поручение воплощается на деле, вот видно на примере конкретной школы. Об этом расскажет моя коллега Шолпан Избасар. Шолпан, я тебя приветствую. Я понимаю, что родители явно не в восторге, дети не учатся, а класс поддержки инклюзии так и не заработал. Расскажи подробности. Андрей, Салем. Я сейчас нахожусь возле столичной школы номер 23 в районе лесозавода. Учеба идет уже 3-ю неделю, но двери класса инклюзии до сих пор закрыты. Родители особенных детей в отчаянии и возмущены. Средства, говорят, государство выделило, но руководство школы никак не спешит открыть этот класс. По словам родителей, 8 особенных учеников остались без тьюторов, то есть педагогов-ассистентов, без которых обучение невозможно. Вместе с нашей съемочной группой родители добились встречи с руководством школы и задали множество вопросов. Их тревожит не только нехватка тьюторов, но и то, что детей перевели на 2-ю смену, где уже нет ни логопедов, ни психологов. Ребенок не учится, это ненормально. Также у других родителей тоже имеются вопросы. Кабинет КПИ маленький, администрация школы пожимает плечами, делают, что хотят. Почему школа заранее не предупреждает о том, что у нас нет тьютора? Примите меры. Мы сейчас перевестись даже никуда не можем. Весь этот бардак пошел после того, когда вот детей перевели во 2-ю смену. Да, с 1-й смены у нас все есть. И психологи есть, и дефектологи есть. С 1-й смены есть кто присмотрит хотя бы за ребенком, да, где-то там друг друга все знают. Директор школы объяснил задержку просто. Тьюторы не идут работать из-за низкой зарплаты. Также, по его словам, в микрорайон Лесозавод заманить новых сотрудников крайне сложно. Отсюда и водоворот проблем, текучка кадров и острая нехватка специалистов. Қазіргі күнде біз күнделікті еңбек кезетке нелерге хабарласып жатырмыз. Жаңғыдай келген, жіберген. Мы же просто так даладан келе салып мынаны, потому что ондай адамдар баламен жұмыс істеу білу керек. Ол баланың қандай екеуі білу керек. Ол баланың мінез құлқымен танысу керек. Оны жайдан жай келген кісіні сен мына орын бос тұр екенсің, сен педагог ассистент болып жұмыс істей аласың деп мен оған айта алмаймын. Педагог ассистенттерге бізде ондай педагог ассистентті оқыту деген жоқ. А біз педагог ассистенттерді біз оқытпаймыз, біз педагог ассистентті біз жаңа үйретеміз. У вас на 1 сентября директор говорит, у вас было 11 сотрудников, 5 ко 2 числу уволились, да? Вы на 1 сентября, первый вопрос, были уведомлены о том, что у вас 15 детей и у вас на 1 число уже 4 сотрудника надо было искать? Мы искали 2 сентября, получается, на сайт. Мы искали с августа, где-то после 10 августа, еще и до этого у нас на Инбек.кз всегда вакансии стоят, потому что у нас такая текучка. Район лесозавод, сами знаете, пишут, спрашивают. Как только узнают зарплату, это у нас КГУ, зарплату нам садят управление образования. Мы от своего не смотрим. Зарплата на руки 110 тысяч. Это одна ставка. Это от нас, это, да, с 8 до часу. Это от нас не зависит. Упростите, пожалуйста, конкурс, требования. Повысьте зарплату, пожалуйста, это невозможно. Я сижу 3 недели дома,
с 2 особенными детьми. У меня вообще 3 особенных детей. Кроме того, новые кабинеты инклюзии оказались закрыты. Директор уверял, что занятия там идут, но сотрудники школы признались, помещения еще не приняты на баланс. Так, по крайней мере, им сказали представители Самрұқ-Қазына, той организации, которая занималась оборудованием специальных коррекционных кабинетов. Родители впервые увидели эти классы и остались разочарованы. Условия небезопасны для детей. Сейчас, в данный момент, я вам объясняю. В этом году, вы прекрасно все знаете, у нас новый кабинет открыли Самрұқ-Қазына. открылись, они стоят закрытые. Они открытие сделали, все красиво, все засняли, все зафиксировали и все сказали. Пока не трогайте. У меня вопрос, да, Самрұқ-Қазына, вы за инклюзию или вы для красоты? Для красоты это стыдно. Зачем делать стеклянные... В сырости дети ждут, пока вы разрешение дадите, да? Это разве нормально? Красивые кабинеты от Самрұқ-Қазына закрыты, ими пользоваться нельзя, потому что Самрұқ-Қазына не разрешает, не было акта приема передачи. Также кабинет КПИ от Самрұқ-Қазына, стеклянные перегородки, это небезопасно. Несмотря на все трудности, родители держатся за эту школу обеими руками. Здесь хотя бы стараются создать условия для особенных детей. В других столичных школах, говорят родители, ситуация еще хуже. Только поэтому, несмотря на приличное расстояние, родители везут своих детей именно в эту школу. Выбирать, как говорится, не приходится. Какая обстановка? Вот именно Жағалау. 37-й ребенок, мой по счету, сидит в классе, один единственный особенный ребенок. Представляете, 37 детей. А как он будет учиться? В КПИ кабинете вообще нет никаких правил. Только в этой школе, я вам скажу, похвалю эту 23-ю школу, что директор отправляет тьюторов обучаться. Я хочу, наверное, обозначить, что я недовольна. Конкретных четких ответов нет. Все размыто. Директор говорит одно, сотрудники говорят другое. Они противоречат друг другу. Казахстан вот уже как 10 лет назад ратифицировал Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью. Но в реальной жизни дети, вот как мы видим, месяцами сидят без обещанного кабинета инклюзии. В конкретном случае родители возмущены, их дети лишены права на образование, это базовое право. Почему так? Вот это мы обсудим с депутатом Мажилиса парламента Ириной Смирновой. Ирина Владимировна, здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Инклюзивная среда в школе. Отличная история. Это очень человечная штука, и пусть она будет. Но есть ощущение, что, знаете как, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И что-то пробуксовывает вся эта история. В чем, на ваш взгляд, причины? Здравствуйте. Да, действительно, говорим мы много, но делаем не так много, как говорим. И формирование образовательной среды для детей с особыми потребностями, а я их называю иногда с особыми возможностями, это непростое дело. И когда рапортуют, что мы сделали в школе инклюзивный класс, это не об инклюзивном образовании. Инклюзивное образование – это образование для всех, равный доступ к образованию для всех. И для того, чтобы охватить инклюзивным образованием, есть специальные законодательные нормы. Они определены в Конституции, в первую очередь, статья 30, в которой сказано, что образование, среднее образование в нашей стране обязательно и бесплатно. И, значит, любой ребенок имеет право, но в то же время и обязан получить образование. И любая школа, которая есть в нашей стране, она обязана откликнуться на то, если в эту школу придет ребенок с особыми возможностями или ребенок с инвалидностью. Тогда школа должна создать достаточные условия, которые соответствуют здравому смыслу. Может быть, если в школе нет лифта, то надо подумать, как ребенок будет подниматься с первого этажа на второй. Тогда об этом тоже нужно думать. И это если мы говорим о детях, которые на колясках. Если ребенок невидящий, то тоже нужно подумать, как он будет передвигаться.
Если ребенок пришел в тот или иной класс, нужно понимать, что есть нормативные документы о том, что в классе должно быть не более 2-3 ребят с особыми потребностями на весь класс, потому что к ним нужно индивидуальный подход, все-таки надо понять этих ребятишек. И сделать это не так просто, но и не так сложно. Потому что это нужно делать в первую очередь. И практически все учителя уже по информации от Министерства просвещения прошли неоднократно курсы повышения квалификации по готовности к тому, чтобы работать с детьми с разными особыми потребностями. В то же время в пединститутах тоже рапортуют о том, что они дают такие знания, как учить, как вести и так далее. Подтверждаю, да. Да, продумана и нормативная база о том, что такой подход к этим детям должен быть индивидуальным, что учитель, если ребенок появился, какой-то из таких детей появился в классе, он должен подумать индивидуальную программу и обсудить ее на педагогическом совете, утвердить и идти по особому плану. То есть все определено. Однако бывают такие истории, когда ребята приходят в школу, и им говорят, а у нас нет инклюзивного класса, нам не дали мебель для инклюзивного класса, у нас вообще нет... Ну, извините, ребенок пришел, он соответствует какому-то возрасту, он уже является пятиклассником или семиклассником или первоклассником, он должен попасть в обычный класс. Если медико-педагогическая комиссия определила ребенка для того, что он может учиться в общеобразовательной школе. Если он должен учиться в специализированной школе, то он будет туда направлен. Но если он может учиться в общеобразовательной школе обычной, то нужно создать ему для этого возможности и условия. И этим должна озадачиться администрация школы. И здесь абсолютно не значит, у нас есть помещение, у нас нет. У вас же дети учатся, они идут в кабинеты, они приходят к учителям, к ним приходят учителя. И точно так же в этой же самой среде должен находиться ребенок, который имеет какие-то свои особенности. Ну вот есть частная история, которую подготовили мои коллеги. Одна из столичных школ, так называемый инклюзивный класс, должен был быть. И он есть. Но вот почему-то уже целый месяц почти прошел с момента первого звонка. Но, тем не менее, дети не могут получать то образование, которое они должны получать в этом классе. И здесь, как я понимаю, у администрации школы есть свои отговорки. Да? В частности, упоминается Самрук Казана, которая открыла этот класс. Но вот администрация школы говорит о том, что класс открыла, но нет, что ли, воли. Да, оборудования нет. Они не могут этот класс запустить. Но дело же не в том, что есть этот класс или его нет. Что значит инклюзивный класс? Что там будет? Там будет горка, или там будет скалолазание, или что там будет? Или там будут мягкие углы? Я не могу понять, о чем речь. Если наша школа должна принять любого ребенка, которого медико-психологическая комиссия, педагогическая комиссия, она определила для обучения в общеобразовательной школе, если у него есть особые потребности. Ему не надо никакого отдельного класса. Он вместе, в этом-то вся и ценность, что ребенок находится вместе с остальными детьми. И он тогда, находясь в социуме, он адаптируется к социуму. И он начинает учиться тому, как жить в этом социуме. Это же самое главное. Не то, что изолировать ребенка в какой-то класс, в котором поставят или горку, или там, что там еще? Ну что там, музыку какую-то включат. Я не могу понять, что там особенного. Ребенок, ценность, самое главное, что ребенок находится с другими детьми. В обычном социуме, как он в жизни, как он находится в жизни. У него же нет отдельного какого-то помещения, там, когда он идет в магазин, или когда с ним идут еще куда-то, летят в самолете и так далее, и так далее. То есть он должен быть в социуме. Вот это вся и есть ценность. То есть здесь нужно администрация школы вообще почитать закон, да, об образовании, те его страницы, те его статьи, где говорится об инклюзивном образовании, об ответственности администрации за обеспечение вот по Конституции определенного бесплатного и обязательного образования. Второе. Полностью создать условия для этого. И просто ребенок вместе с другими детьми его возраста, его класса, соответствующего, должен идти и проходить программу. Но если для него требуется индивидуальная программа, то для него просто эту программу создает этот же самый учитель, утверждает и по ней идет.
Вот и все. Никаких отдельных помещений, собственно говоря-то, и не надо. Есть определенное количество детей, которые должны посещать эту школу. Но вот с началом учебного года они ее посещать не могут, потому Им нужно что... записать, прошу прощения, им нужно написать заявление в прокуратуру о нарушении прав их детей. И все. И прокуратура установит нарушение, если оно есть как таковое. Я вижу, что оно есть, это нарушение закона, что детей не принимают. И затем администрация будет отвечать. Если администрация не может справиться, ей нужно освободить место для тех, кто могут справиться. Если есть запрос от родителей, есть определенное количество детей с особенностями, которые вот хотят прийти в школу, то это уже дело школы, как они, собственно, это организуют. Это их забота, да? Они Конечно, должны это к их началу... ответственность. Ответственность. Да, это не просто их дело, это их ответственность. И когда говорят, а у нас нет учителя-тьютора, преподавателя, который будет сопровождать этот процесс, помогать. Надо посмотреть. Администрация школы делала запрос на вакансию такого учителя через Янбек КЗ хотя бы. То есть как? А вы как искали этого учителя? Вот, говорят, у него заработная плата там небольшая, 110 тысяч, да? Ну, извините, вы дали хотя бы запрос? Давайте посмотрим первым делом. Потом посмотрим, если вам нужно что-то для того, чтобы оборудовать этот класс. Ведь сейчас в городских школах за учеником идут деньги в школу. То есть пришли сюда, конечно же, деньги в эту школу, в бюджет, из-за этого ученика тоже. И нужно создавать условия просто-напросто, а не ждать сам рук казана, когда сподобится, да, как он понимает эту инклюзию. Но учитель, администрация школы, они должны понимать, что дети просто имеют право находиться в социуме, которые являются людьми с инвалидностью. Ничего страшного. Я побуду немного адвокатом, допустим, администрации школ, которые не могут внедрить это направление инклюзивного образования. Нет ощущения, что всю эту историю, что называется, спустили сверху, а как школы будут это реализовывать, непонятно. И, возможно, школы просто, в том числе и педагогический состав, к этому морально не готовы еще. Вы знаете, эта история уже имеет длительную историю, примерно с 2010 года. Это уже история, когда постоянно об этом говорят. То есть пора бы уже научиться. Да, а конвенцию о правах детей с особыми потребностями подписали, по-моему, в 1993 году. Да, в 1993. И, по-моему, пора уже не только научиться, а пора просто понимать, что это вот такая жизнь. Да? А закон, значит, подписали в 2021 году, поправки внесли в закон о необходимости организации инклюзивного образования в каждом учебном заведении. И когда директор школы или администрация говорит, мы не можем принять ребенка, потому что у нас вот такие проблемы, ну, значит, нужно тьютора определить из коллектива уже имеющегося, кого-то обязать за дополнительную плату оказывать вот такую помощь детям, найти таких людей, объявить вакансию, значит, заниматься этим вопросом нужно, а не говорить, что у нас нет кабинета. Ребенок и не должен быть в отдельном кабинете. Вот именно ценность-то вся, когда ребенок находится в классе с другими детьми. И учителям, уже отговорки эти не принимаются. Уже столько лет об этом твердим, столько лет Министерство просвещения говорит о том, что мы все сделали, мы всех научили, все знают. Ну, если вы не знаете, учитесь. Да, узнавайте, как работать с такими детьми. Давайте свои заявки в Урлеу, пишите рапорты, обращайтесь в неправительственный сектор, зовите на помощь, говорите, что у вас не получается. Однако все молчат, все строят какие-то классы непонятные, которые потом будут под замком. Как себе представить? Вот есть класс, и есть, например, 15 детей разного возраста с различными проблемами. Они что, заведут их всех в один класс, и что они с ними будут делать? Насколько я понимаю, сложность в том, что особенности разные, в том числе психоэмоционального, да, свойства. И, возможно, здесь есть опасения как-то соединять, да, детей как нормотипичных с детьми с особенностями различными. Да там нет никаких опасений, потому что определено нормами, что таких детей в классе с особенностями может быть до 3 человек максимально. Обычно это 1-2 человека, и то не всегда.
да, в классе детей с особенностями. Например, ребенок с ДЦП, Так. да, который абсолютно все воспринимает нормально, но он передвигается на коляске, ну и пусть прекрасно, да, давайте ему возможность. Я помню, когда-то я была директором школы, это был, наверное, там 2000 год, и привели девочку, принесли на руках девочку в первый класс. И мама сказала: вы знаете, я буду носить ее. Тогда не было коляски еще, видимо. И она говорит: я просто буду носить, оставлять ее за партой, потом выходить, и пусть она на уроке будет вместе со всеми ребятами. Я говорю: ну, конечно, давайте. И вы знаете, буквально через месяц где-то я смотрю, уже все ученики этого класса подхватили эту девочку, уже не мама ее несет, а дети под руки, уже какие-то костыли, уже эту девочку дети сами переводят из класса в класс. Уже девочка начала двигаться там по стенке и так далее. Через какое-то время она уже с ходунками начала переходить. И так, понимаете, когда ребенок находится в среде, в детской, когда он социализируется, адаптируется, когда ему интересно, когда его зовут играть, то здесь никаких проблем нет. Также была я директором 48-й школы в Алматы, когда одновременно в нашей школе было 11 детей с аутизмом. Часть из них обучалась на дому и приходила только на общие мероприятия в нашей школе, потому что им не было... медико-психологическая комиссия рекомендовала обучаться на дому. А кое-кто учился в школе. И вы знаете, они показали очень хорошие результаты на самом деле. Были проблемы. Сначала мы трудно понимали, что делать. Ну, надо понимать, что это был... Вот первый раз, я вам сказала, в 2000 году, второй раз в другой же школе, это был где-то 2012 год. Вот так вот, да. И все старались все изучить. Мы приглашали НПО, которые нам рассказывали. Мы смотрели там что-то в интернете. В то время, правда, еще не очень-то был интернет, да? Но что-то мы там смотрели. Мы все узнавали. И в итоге как-то мы притерлись друг к другу. И сегодня я узнаю об успехах этих детей. И часть из них, они достигли очень высоких результатов. На самом деле, они абсолютно находятся в обычной среде, они адаптированы, они социализировались и получают уже профессию, получили профессию и работают некоторые. То есть здесь не надо искать какой-то отдельный класс и какого-то отдельного педагога. Вся ценность в том, что ребенок окажется в детском коллективе, в обычном, и будет вместе со всеми детьми, вовлечен этот ребенок в процесс, и уже в конце концов не столь важно, чтобы он учился на 5. А столь важно, чтобы он прошел свою индивидуальную программу вот в своем классе. И это позволяют нормативные документы. Поэтому отказ таким детям, он незаконен просто-напросто в учебе. Если школа не успела подготовить... Тогда руководство школы должно понести наказание. Потому что они должны успеть подготовить. Там готовить нечего. Готовить индивидуальный план и возможность этого ребенка нахождения в обычном классе с другими детьми. Если не нашли учителя, то определить, переговорить в коллективе, кто может на какое-то время помочь и решить эту проблему. В целом можно обратиться и в вузы педагогические на последние курсы с тем, чтобы пригласить специалистов, потому что все это есть. Надо просто стараться. Надо хотя бы подать объявление. Я уверена, что этих объявлений не было в данном случае. Вы много школ посетили наверняка. Вот по вашему ощущению, сегодня все-таки большинство школ готово к этому вызову, к тому, чтобы создать те самые инклюзивные условия для обучения детей? Если мы психологически к этому будем готовы, значит, мы готовы. Но пока готовности я не вижу. Несмотря на заверения Министерства просвещения о том, что все прошли эти курсы. Надо тогда работать, психологическую готовность школ к тому, чтобы принять детей с особыми потребностями. Ничего особенного на самом деле здесь не нужно. Все уже сделано. На этом у нас все. Вы можете поставить лайк этому выпуску, высказать свое мнение в комментариях. Мира вашему дому и пока.